Нравственная культура рождается в глубине тысячелетий, расцветает вместе с этносом, создавшим ее, и умирает только вместе с ним. Гибнут могущественные империи, исчезают бесследно цветущие города, разрушаются неприступные каменные крепости, превращаются в прах металлические орудия. И только нравственная культура народа живет в веках, пока жив хотя бы один человек, несущий ее в своей крови или помнящий о ней. Ее невозможно уничтожить силой оружия, ее нельзя запретить волевым решением. Она живет в сердце народа. Она хрупка и бессмертна, как его душа. В истории каждого народа в силу различных причин бывают периоды, когда он забывает о нравственном величии своих предков, утрачивает духовный опыт, накопленный тысячелетиями. Это очень опасное время в жизни любой нации, любого государства. Духовная амнезия, нравственное безразличие для народа гораздо опаснее кровавых войн, стихийных бедствий и эпидемий, экономических депрессий. Сон разума рождает чудовищ, сон совести, душевную апатию и нравственный нигилизм. Отсутствие национального достоинства порождает духовное рабство, а все это разрушает этнос, лишает его исторической перспективы, обрекая его на медленное вымирание на задворках истории. Но нет на земле народа, который бы не хранил в самых глубинных уголках своей памяти нравственный опыт предков. Нет народа, который не имел бы богатой культурной и духовной истории, который не имел бы возможности в самых сложных исторических обстоятельствах ухватиться за спасительную нить древней нравственной культуры, способной вывести его из тьмы смутного времени. Для чеченцев подобной спасительной нитью является древний этический кодекс Конохалла, в котором отразился духовный и культурный опыт народа, социальные, политические, экономические особенности его исторического существования. В основе кодекса культ Конохалла, достойного мужа, главным смыслом жизни и деятельности которого является служение народу, обществу, отчизне. Буквально понятие «конох» переводится как «сын народа» и является неслучайным и исторически обусловленным. Согласно историческим и фольклорным преданиям, орден Конохи был одним из наиболее влиятельных воинских объединений, который играл важную роль в политической жизни страны Нахал. В этот воинский союз входили только воины из древних и благородных фамилий, посвятившие свою жизнь служению народу и отечеству. Поведение Коноха, его образ жизни, его отношения с людьми жестко регламентировались. Малейшее отклонение от норм кодекса лишало его этого высокого звания. Поэтому уже в то время понятие «конох» стало синонимом чести, мужества, благородства. Но и после того, как этот воинский союз прекратил существование, конохами чеченцы по-прежнему называли людей, которые соединяли в себе высокие личные моральные качества с беззаветным служением своему народу и отечеству. Древний кодекс воинов Конохалла трансформировался в этический кодекс, нравственной основой которого стала идея совершенного человека, благородного мужа. Чеченское общество сегодня ищет выход из нравственного тупика, и обращение к духовному и нравственному наследию наших предков будет способствовать успешному завершению этого поиска, будет способствовать духовному и нравственному возрождению чеченского народа. Частью этого великого наследия является и этический кодекс Конохалла. Главной целью и смыслом жизни Коноха является служение своему народу и отечеству. Интересы народа и отечества для него всегда выше личных интересов. Конох присягает и служит только отечеству. Ради отечества он готов пожертвовать жизнью, но никогда ни при каких обстоятельствах Конох не поступается личным достоинством и честью. Высшим проявлением служения Коноха является защита отечества от нашествия врага.
Смерть в справедливой войне или при защите своей чести и достоинства предпочтительнее для Коноха, чем жить в бесчестии и позоре. Созидательный труд во благо Отечества является таким же долгом Коноха, как и защита своей страны. В любых обстоятельствах Конох должен проявлять уважение к Отечеству и выбору своего народа. Он должен уметь подчинять свои личные пристрастия и предпочтения этому выбору, даже если при этом ему придется поступиться своими убеждениями. Конох должен помнить о том, что для него Отечество, личное достоинство и честь дороже жизни. Но когда он вынужден выбирать между интересами Отечества и своей честью, Конох покидает Отечество. В служении Отечеству Конох не ждет благодарности за свои деяния. Для Коноха нет выше награды, чем благодарная память народа. Разум управляет поступками и чувствами Коноха, а сердце помогает ему избежать крайностей. Основа отношения Коноха к миру – человечность. Все, что находится за ее пределами, недостойно Коноха. Сущность человечности в мудрости и гуманном отношении к миру и людям, милосердии и сострадании. Гуманность и милосердие Коноха проявляются не только в сострадании к людям, но и в защите и помощи. Конох должен быть милосердным прежде всего к слабым и беззащитным. Справедливость – истинная мера в отношениях Коноха с людьми. Он всегда справедлив к другим так же, как и к себе. В своих действиях по отношению к людям Конох исходит из принципа взаимности. Не делай другим того, чего не желаешь себе. Благородство Коноха проявляется не только в справедливости, но и в почтительности и уважении к людям, независимо от их возраста и социального статуса. В общении с людьми Конох предельно вежлив, сдержан и скромен. Главным богатством Коноха является его честь и личное достоинство. Все иные блага этого мира можно обрести снова, однажды утратив, но утраченная честь обретается вновь лишь через достойную смерть. Духовная чистота – это зеркало, в котором отражается внутренняя сущность Коноха и его деяния. Без нее не может быть подлинной человечности и сострадания. Истинное мужество проявляется в терпении и умении управлять собой и ситуацией. Безумная храбрость – это мужество с закрытыми глазами, она простительна юнцу, не знающему цены ни своей, ни чужой жизни. Выдержка Коноха – это мужество, знающего осознанный шаг навстречу смерти. Истинная вера и справедливость являются высшей духовной целью Коноха. Сущность мира Конох познает умом и сердцем, а сущность веры – сердцем и душой. Конох должен всю свою жизнь стремиться к глубокому постижению сущности веры и сущности мира. Конох должен постоянно оттачивать свой ум, постигать мудрость и опыт других, изучать науки, дающие ключ к познанию мира, так как только через знание можно прийти к истинной вере и постижению справедливости. Конох должен быть скромным и в религиозных ритуалах. Он никогда не подчеркивает своей религиозности, не подменяет истинной веры формой. Для Коноха внутренняя сущность веры всегда важнее ее внешнего проявления, так как первое угодно Всевышнему, а последнее – людям. Конох готов достойно встретить любые испытания, которые ему пошлет судьба. Но он помнит, что Всевышний всегда оставляет ему выбор между добром и злом и готов ответить за свой выбор перед Богом и людьми. Надежда на Всевышнего не покидает Коноха никогда. Она помогает ему и в неравной битве, и в любых сложных обстоятельствах. В ней источник его внутренней силы и терпения. Конох терпимо относится к представителям других религий, не навязывает им силой и принуждением своих взглядов или образа жизни. Насилие приводит к лицемерию, а оно несовместимо с истинной верой, ибо сказано в Коране «нет принуждения в религии». Средства достижения цели для Коноха не менее важны, чем сама цель.
а поскольку цель у него может быть только благородной, то и средства ее достижения должны быть нравственными. Конах никогда не посягает на личное достоинство и честь других людей. При этом он должен быть снисходительным к их слабостям и ошибкам, по возможности избегая ненужных ссор и столкновений. Конах должен уметь не только отстаивать свою правоту, но и выслушать чужое мнение, согласиться с ним, если оно истинно. Признать правоту, уступить в споре или ссоре является не слабостью, а проявлением благородства. Но должна быть мера как уступчивости, так и настойчивости. Сделанное ему добро конах возмещает многократно, ведь благодарность является чертой благородного человека. Сам же он не ждет благодарности за содеянное добро. Конах должен достойно вести себя и в веселье, и в печали. Тень грусти на лице и мрачное молчание неуместны на пиру, так же, как смех и многословие во время тризны. В любой ситуации он должен проявлять выдержку и спокойствие. Конах должен уважать и почитать своих родителей, заботиться о них, обеспечивать их старость. Он должен делить с ними не только кров и хлеб, но и радость и горе. В своей семье конах должен быть таким же справедливым, как и в обществе. И в наказании, и в поощрении он должен быть ровным и сдержанным. Он не должен опускаться до оскорбления или физического наказания членов семьи. Конах должен быть скромным в жизни, в быту, в общественных делах. Ум, мужество, деяния конаха должны оценить прежде всего окружающие. Но даже субъективность этой оценки не дает ему повода восхвалять самого себя. Честь и достоинство женщины для конаха неприкосновенны. Конах никогда не позволит в своем присутствии обидеть женщину. Жизнь женщины для конаха неприкосновенна вдвойне. Конах ни при каких обстоятельствах не поднимет на нее оружие, даже в виде угрозы. Конах никогда не причинит боли и страдания детям. Нет такой цели, во имя которой конах мог бы пожертвовать их жизнью и здоровьем. Закон гостеприимства для конаха священен. Конах, не сумевший защитить своего гостя, обречен на позор и презрение. Поэтому жизнь и свобода гостя для него дороже собственной жизни. Но он не несет ответственности за гостя, совершившего преступление. В чужой стране конах должен не только соблюдать ее законы, но и уважать обычаи и традиции, и следовать им в той мере, в какой это не задевает его национального достоинства и конфессиональных убеждений. Ведь по нему судят и о нации, которую он представляет. Благородство конаха проявляется в культуре его поведения. Никакие обстоятельства не могут заставить конаха нарушить этикет. Дружба для конаха священна. Ради дружбы конах готов на любые жертвы. Настоящего друга он любит как брата, уважает как отца и почитает как дорогого гостя. Защищая своего друга, конах не щадит своей жизни. Он в равной степени познается и в дружбе, и во вражде. Великодушие – это мера отношения конаха к врагу. На войне конах должен соблюдать меру дозволенного по отношению к врагу, не давать воли чувству гнева и озлобления. Конах проявляет по отношению к побежденному врагу благородство и милосердие. Он предпочитает благородного врага ненадежному другу. Конах не должен применять оружие против безоружного врага. Тяжело раненному врагу он обязан оказать посильную помощь, так же, как сделал бы это для любого человека. Конах по возможности избегает поединка с более слабым противником, так как любой исход такого боя не прибавит ему славы, но может уронить его имя. Если же поединок неизбежен, то он должен дать противнику возможность выбрать оружие и быть снисходительным к нему. Конах не должен уклоняться от боя с сильным противником, но он всегда предпочитает мир войне, если такое возможно, без ущерба интересам народа, его чести и личному достоинству.
Конах обязан бережно хранить лучшие традиции своей фамилии, помнить своих предков, уважительно относиться к своему прошлому и к истории своего народа. Конах в течение всей жизни должен заниматься совершенствованием своего духа и тела для того, чтобы служить своему народу с максимальной пользой. Конах отвечает за свои слова и поступки. Он выполняет данное слово и никогда, даже ценой собственной жизни, не нарушает клятвы. Здоровое честолюбие может быть присуще конаху, но зависть к чужой славе или богатству недостойна его. Там, где зависть, не может быть человечности, искренности и милосердия. Чувство соперничества может помочь конаху быстрее достичь цели, но оно неуместно по отношению к другу или брату. При этом соперничество во имя отчизны благородно, во имя личной славы недостойно. Конах должен избегать лжи и клеветы, как и людей, от которых она исходит. Он никогда не говорит о людях того, чего бы не сказал в их присутствии. О мертвых или попавших в беду конах говорит хорошо или не говорит ничего. Правдивость и искренность конаха истекают из мужества, но нет ничего более недостойного для него, чем лицемерие. Оно возникает из подлости и трусости и почти всегда порождает предательство. Учтивость и почтительность не должны переходить в заискивание и низкопоклонство перед богатыми и влиятельными людьми. Особую почтительность конах должен проявлять только по отношению к женщинам и старшим. При этом почтительное отношение к старшим – это проявление воспитанности, к женщинам – проявление мужественности, к младшим – благородства. Ни при каких обстоятельствах конах не посягает на чужую собственность. Конаху не противопоказано накопление богатства. Накопленное праведным путем богатство настоящего конаха может послужить не только его интересам, но и интересам его народа и отечества. Жадность и скупость могут сделать бесполезным лучшие качества любого человека, так же, как и чрезмерная расточительность разорить самого богатого. Щедрость же приумножает не только славу конаха, но и его благосостояние. Конах должен мужественно переносить все тяготы жизни, выпавшие на его долю, в том числе и физические страдания. Конах с уважением относится к своему оружию, чтит его, не обращается к нему без необходимости, никогда не применяет его ради наживы или неправедного дела. Конах всегда готов к смерти, ибо нет ничего вечного в этом мире. Но конах не должен стремиться к смерти и без необходимости испытывать судьбу, так как жизнь есть высший дар Всевышнего человеку. Смерть конаха должна быть такой же достойной, как и его жизнь.